Ежегодно в Кыргызстане из детских домов выпускаются, вступая во взрослую жизнь, около 400 сирот. Наша сегодняшняя героиня – одна из них. В 2017 году она покинула военно-антоновский детский дом. В 7 классе девочка увлеклась корейским языком, мечтая поступить в университет в Южной Корее. И сегодня она с успехом идет к свершению своей мечты. Нистан учится в 3 курсе Кыргызско-корейского колледжа. До заветной цели девушке осталось всего несколько шагов. Ну, в общем, когда я была маленькая, я была очень близка к маме. И меня когда сначала мама туда отвела, я понятия не имела, что такое детский дом, и куда я попала, и вообще, что происходит, да. Но я тогда маленькая была, и вот. Сколько тебе было лет тогда? 2011, не, 11 было, я 2000 года. И вышло так, что до детского дома я училась в другой школе. И когда 2 класс закончила, я год не училась. Ну, так получилось, да. И потом, тогда я должна была перевести уже в 3 класс же, но так как не училась, меня привезла мама в детский дом. И из-за того, что я 1 год пропустила, я 2 класс снова училась, то есть 2 класс 2 года, да. И мне было вначале очень трудно, я, честно, до 7 класса, кажется, по маме очень сильно тосковала, так как мне было очень трудно. Я все время вспоминала, да, и были времена, как я плакала, как-то так. А вот жизнь после детского дома, какая? Я в 2017 году закончила детский дом, и когда у нас выпускной, да, там фуршет накрыли, и было весело. К нам еще российское посольство приезжало поздравлять. И когда документы директор нам выручал, да, все, хорошо учись, я сильно заплакала, так как я уже там со 2 класса, я очень привыкла, и я сильно плакала, и, немного было трудно, а потом, когда уже в Кыргызско-корейском колледже в 1 курсе, мне немного трудно было, там другие ребята, и вот. Но никто сейчас не знает, то, что из детского дома никто не спрашивал, я сама тоже не стала говорить. И, получается, Кыргызско-корейский университет. Вот почему именно корейский ты захотела изучать? Я еще в детстве, заинтересовалась, в общем, и начала изучать язык с 6-7 класса. Там мне книгу одна студентка подарила, как волонтер. И вот с этого я начала изучать сама. Мне было очень все интересно. Потом я в 7 классе уже решилась туда поступить. Для выпускников детских домов в Кыргызстане предусмотрены льготы. Таким детям обязаны предоставлять 50% скидку на обучение в вузе или колледже при контрактной форме обучения. Кроме того, им полагается бесплатная комната в общежитии, которого, к слову, в Кыргызстане еще не построили. По словам программного менеджера благотворительного фонда «Оазис Нурджан», при фонде работает сайт Билимбилек, где любой желающий может пожертвовать деньги для обучения выпускников детских домов в местных вузах. Если начать рассказывать именно про Билимбилек, это просто с самого начала просто была инициатива. Так это краудфандинговая платформа, на котором выставляются профили выпускников детских домов, которые хотят получить образование в колледже или в вузе. В принципе, там ребята из детских домов Чуйской области. Мы работаем с 4 детскими домами, и представители этих детских домов, которые изъявили желание, например, поступить не в профлицей и получить образование профессионально, а они хотят, например, стать либо программистами, либо экономистами, либо другая какая-то профессия, для которой нужно уже специальное обучение в колледже и в вузе. Вот им предоставляется такая возможность, оплачивают любой житель Кыргызстана, любой житель других государств. Нистан поступала в Кыргызско-корейский колледж уже со знанием корейского языка, причем корейский язык она учила со словарем сама в детском доме.
через там просмотр фильмов, сериалов. Плюс еще мне рассказывали, что один из волонтеров приехал и подарил ей словарь русско-корейский. И вот так вот она учила сама алфавит, учила слова. То есть это уже говорит о том, что человек целеустремленный, и то, что он действительно хочет учить этот язык и действительно хочет развиваться в этом направлении. Осенью планирую на топик сдать уровень, да? Второй топик хотела, до 4 уровня получу. И хотела бы после окончания колледжа подать в университет Южной Кореи для поступления. Ну вот. А если поступлю, то будет классно. Хотела бы там учиться.